Опять же, мы возвращаемся. Если мы хотим зарабатывать миллионы, если мы хотим ставить, как сказать, международную команду иметь, Интересно, как я... все, я вижу стрелку, как я могу их менять. Все вообще отлично, все супер. Друзья, давайте подключайтесь, отправляйте по вашим чатам. Вы можете прям напрямую ссылку в прямую трансляцию отправить, потому что сейчас люди уже не смогут в чат зайти. Вот, поэтому отправляйте. Так, на тренинге Кольсай, вот тоже, да, Омск, Россия, Киргизстан. Ну, я очень рада, что с разных стран подключились. Вот, приветствую еще тех, кто будет смотреть в записи это все, потому что время я подобрала специально утреннее, чтобы мы могли, знаете, с бодрячка, с утра вот так зарядиться друг с другом. Вас не слышно, это может быть у вас что-то. Так, напишите, пожалуйста, плюсик, поставьте те, кто меня слышит хорошо и видит хорошо. Плюсики поставьте, пожалуйста, те, кто меня слышит и видит хорошо. Потому что кто-то мне здесь пишет, что меня не видно, не слышно. Ну, расскажите, пожалуйста, пока давайте чуть-чуть тоже пообщаемся, да, еще минут 5. Как ваше лето? Как ваш настрой? Лето уже закончилось. Сегодня 16 августа. Ну, остались считанные дни. Скорее всего, мамы уже готовят детей в школу в сентябрь, да? Как ваш настрой вообще на работу? Как ваш настрой на продажи? Не знаю, как у вас. У меня лето, оно, знаете, вот такое было, такое расслабленное. То есть я особо не хотела работать, и я в основном, наверное, отдыхала. О, плюсики пошли, все, значит, вы меня видите, вы меня слышите, это очень здорово. Все, у нас уже 300 человек, я думаю, вообще зарегистрировались у нас официально, это около 1000 человек, ну, больше 1000, я уже не смотрела последние данные. Теперь, смотрите, друзья, поделитесь, пожалуйста, тем, как у вас сейчас настрой вообще к продажам. Как вы себя чувствуете? Есть ли у вас энергия? Продаете ли вы? Вообще, как лето прошло? WhatsApp-чат мы откроем, но мы его откроем позже, после того, как мы закончим. Супер, огонь. Вот вы можете прям более подробно написать, можете искренне писать. Возможно, у кого-то сейчас, знаете, такое состояние, вот, ну, лето, вот такое расслабленное, особо не хочется работать и так далее. Ну, бывает такое тоже, это нормально. Вот, настрой боевой, хочется получить результат. Ну, круто. Ну, давайте сразу насчет результата, да, договоримся. Друзья, это зависит 50% от меня и 50% это зависит от вас, да, потому что если вы те знания, которые я вам дам сегодня, не будете применять в жизни, то, к сожалению, мы к результату с вами не выйдем, да. О, Якутия, очень приятно вообще, Якутия, да. С продажами не так уж. Ну вот, Ника, да, пишет, вдохновение не угасает, продаж ноль. Да, понимаю. Но чтобы у нас были продажи, конечно, нам нужно вначале, знаете, внутренний настрой надо наладить. Мен сатылым түсіп кетті, менде сатылым түсіп кетті, ұйықтадым дейді. Настрой сильный, лето хорошо проходит, лето было отлично. Хочется результата быстрее. Вот именно, дорогие партнеры, да, если у вас нету мгновенных результатов, то у нас все быстро падает. То есть настроение, желание строить бизнес, зарабатывать и так далее. Поэтому нам нужно сразу стремиться к тому, чтобы мы выходили на мгновенный результат. Пару дней я закрою бронзовый менеджер. Гульнара пишет, очень рады. Так, жұмыс жасауға қолым тимей кетті, өйткені мектепте жұмыс істеймін. Қазір балаларды балақайлар мектебі курсына өткізіп жатырмыз. Ну, да, тоже понимаю, жазда жұмыс жасадым, енді жұмысқа дайынмын дейді. Жаз керемет өтті, жұмыс тұрып қалды, застыла, на связи ушарал. Желание есть, но расслабленное, чего-то не хватает. Вот сегодня будет вот этот пинок, да, скажем, будет вот этот заряд. Я надеюсь, что у меня получится вдохновить вас на продажи, что у меня получится вдохновить вас на
результаты какие-то пойти. И мы сейчас как бы начинаем, да, еще 1 минуту. Настрой отличное. Начало августа активно отдохнула, а так дома все лето было расслабленный настрой, отдыхала по большей части. Ну, да, понимаю, все, нас уже где-то почти 400, это меня очень радует, поэтому оставайтесь обязательно до конца с нами, потому что у нас будут для вас интересные подарки, будут для всех тех участников, которые конкретно останутся со мной сегодня до конца. У меня будет классный подарок для вас. Настроя вообще не было. Ну, на серебро 1 шаг. Ульсин пишет. Ну, я так понимаю, смотрите, у нас вообще тема 1 миллион в MLM, да? MLM, наверное, все понимают, это многоуровневый сетевой маркетинг, да, у нас. Что касается, на этот марафон записывались не только люди, которые в сетевом маркетинге, да, у нас есть люди, которые в традиционном бизнесе, у нас есть, не знаю, мамы, которые там в декрете, возможно, у нас есть люди, которые в найме в других компаниях работают и так далее. Но, тем не менее, я хочу сегодня, как сказать, расширить ваши чуть-чуть глаза, взгляд, да, что вы можете, несмотря на то, что вы имеете бизнес, несмотря на то, что вы будете, как сказать, несмотря на то, что вы где-то уже работаете, вы всегда можете иметь дополнительный доход. И, скорее всего, вам очень много людей предлагали сетевой маркетинг, купить какие-то продукцию, возможно, вы уже покупаете где-то, но вы его как бизнес-возможность именно не рассматривали. Да? Я сегодня продавать именно сетевой маркетинг никому не собираюсь, сразу скажу. Да? Я здесь в роли тренера, в роли эксперта, который вам будет помогать именно продвигать ту компанию, которую вы сами выбрали, да. И здесь я хочу сказать вот по своему опыту, да, почему я именно выбрала тему 1 миллион в MLM, потому что в первую очередь, смотрите, я была в традиционном бизнесе, я была в сетевом бизнесе, я сейчас развиваю свой бизнес тоже, да, и как вам сказать, ну, миллион сделать в MLM намного безопаснее, намного круче и намного, наверное, дешевле, чем нежели это заработать в найме или же в традиционной работе, потому что в найме я тоже работала. Вот, если у вас без конца зависает, скорее всего, это что-то с вашим интернетом. Много обучаюсь, но звонить и знакомиться не хватает смелости. Все, мне надо шакрам, но закрытие продаж не доходит. Все, будем находить. Теперь тема у нас называется 1 миллион в MLM. Дайте, пожалуйста, огоньки отправьте. Это те люди, кому вообще интересна вот эта тема, кто вообще хочет стать, пока я говорю 1 миллион в тенге в MLM, да, то есть кто хочет стать долларовым, да, пусть будете долларовым миллионером, но пока поставьте плюс те, которые хотят тенговым миллионером стать и зарабатывать 1 миллион тенге в MLM каждый месяц. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Те люди, которые там, опять же, с бизнеса, с частного, с традиционного или же с найма, вы можете в любом случае получить очень много фишек, знаний и применить это в своем бизнесе. Я никому ничего не доказываю. Вот эти 3 дня я хочу чисто с вами поделиться, поэтому вот максимально будьте со мной, максимально будьте со мной открыты. Вот, пошли огоньки, я вижу огоньки, это классно, это говорит о том, что вы хотите стать миллионерами, да? И мы с вами пойдем дальше. О, круто, как я люблю вот эти огоньки. Первый день у нас называется, да, тема «Как сделать реально свой миллион в MLM». MLM – это сетевой бизнес. У каждого своя компания, у каждого свой выбор. Вот, поэтому так. Как мы будем работать, да, с вами? Смотрите, у нас этот марафон будет идти 3 дня. Старт он сегодня у нас начался, завтра он будет и послезавтра будет. Время у нас будет с 11 утра до часу примерно, да. Это будет по астанинскому времени. То есть примерно 1,5-2 часа мы будем с вами находиться вместе в одной комнате, мы будем друг друга заряжать, мы будем друг с другом делиться, да. 24 часа я вам дам доступ после того, как сегодняшний семинар закончится, да, сегодняшний марафон закончится. То есть у вас есть возможность посмотреть этот вебинар еще раз 24 часа. Пожалуйста, я очень люблю дисциплину. Если я вам говорю, что через 24 часа я удалю доступ, это значит так и будет. Поэтому я вас прошу, вы меня знаете, мы с вами уже работали, да, поэтому обязательно успевайте в это время посмотреть, обязательно успевайте в это время все для себя фиксировать. Теперь все участники, да, как я уже говорила, у нас будет
у нас будет... Так, у нас будет бонус, да, все участники, которые дойдут до конца, получат от меня бонус. Какой же это бонус? Это я выпустила недавно свой воркбук крутой, который называется «Научись продавать». И я всем подарю первый блок моего воркбука, это про внутренний настрой. То есть внутренний настрой в продажах, он очень важен. И вам нужно научиться, как внутренне себя настраивать на продажи, как внутренне себя настраивать именно на вот этот поток, как сказать, поток изобилия, поток вот гармонии, поток вот чтобы мы делились с вами и так далее. Поэтому вот все те люди, которые сейчас у нас участников 420, если вы все до конца останетесь, то я всем раздам вот этот воркбук. Хорошо? Все, огоньки пошли, я вижу. Давайте теперь для тех людей, кто меня еще не знает, я чуть-чуть расскажу, потому что очень много людей, которые меня не знают. Меня зовут Гульжан Смогулова. Я сама родилась в деревне Когам, это Акмолинская область. Раньше был это Емиш-Федерский район. Когда я поступала в университет, я закончила сама университет Шокана Уалиханова, это город Кокшетау. Я вообще не умела разговаривать на русском языке, я вам скажу. Я выросла в деревне, маленькая деревня, 80 домов, разговаривала только на казахском, и продавать я на тот момент вообще ничего не умела. В студенческие годы, когда я сама с простой семьи, у меня папа умер, когда мне было 8 лет, и мама меня вырастила одна. Нас дома 4, у меня есть старший брат, я, старшая сестра, и у меня есть братишка. И вот когда я поступила в университет, у нас получилось так, что все мы по 2 года, то есть старший брат, потом сестра, потом я. И было так, что старший брат уехал в армию, его забрали, старшая сестра тоже поступила в университет, мама обучала платно, и потом я поступила в университет, и я тоже поступила на платное, то есть и мы, как сказать... И я, получается, мы дома были, представьте, да, кормильцы семьи, отца нету, мама одна, 2 детей, один еще уехал в армию, и нам было чуть-чуть сложно именно с образованием, с обучением. И тогда я не знала, то есть в студенческие годы, куда идти, куда устроиться и так далее, там были разные варианты. Окей. Настя. Его забрали, старшая сестра тоже поступила в университет, мама обучала платно, и потом я поступила в университет, и я тоже поступила на платное, то есть и мы, как сказать... И я, получается, мы дома были, представьте, да, кормильцы семьи, отца нету, мама одна, 2 детей, один еще уехал в армию, и нам было чуть-чуть сложно именно с образованием, с обучением. И тогда я не знала, то есть в студенческие годы, куда идти, куда устроиться и так далее, там были разные варианты, нужно было, как сказать, можно было пойти официантом устроиться, работать, да, можно было няней устроиться, можно было, не знаю, там, ухаживать за пожилыми людьми, но почему-то жизнь на тот момент меня столкнула именно сетевой бизнес, сетевом маркетинге. Это моя подруга, когда мне предложила, на тот момент я продвигала компанию Mary Kay. Сейчас я в этой компании не состою, просто на тот момент, именно когда мне нужны были деньги, я училась именно продавать вот эти, как сказать, духи, может, знаете, да, крема Mary Kay, да, вот, и я, получается, вот в студенческие годы столкнулась с продажами. Я на тот момент не имела диплома, я не имела никаких связей, я не работала, да, но на тот момент я научилась зарабатывать 1 миллион тенге в сетевом бизнесе, потому что вы все знаете, в сетевом бизнесе нету потолка никогда, да, что вы можете зарабатывать неограниченная сумма, то есть насколько хватит вашей амбиции. Хотите миллион зарабатывайте, хотите 10 миллионов, хотите 100 тысяч долларов, хотите 1 миллион долларов зарабатывайте. Все зависит от вас. И вот я 15 лет работаю вообще в сфере продаж, я продавала. И я хочу, знаете, это вообще, я первый раз рассказываю вообще свою историю, я никогда ни разу, как сказать,
Потеряла мысль. По профессии не работала. Я имею 2 высших образования, бухгалтера-аудитора, но я ни один день не работала по профессии. То есть я всю жизнь, вот сколько я себя помню, я работаю именно в продажах. 15 лет я работаю в продажах, я продавала разные продукты, я продавала онлайн, я продавала офлайн, я продаю со сцены, я продаю через сторисы, да. Ну, на сегодняшний день, если в среднем посмотреть, я сама продала на сумму больше 1 миллиарда тенге. Вот. И 5 лет я начала уже обучать этим навыкам других людей, то есть это своих учеников, это тех людей, которые ко мне приходят. И вообще многих интересует, как я вообще начала тренировать, как я пришла вообще в продажи, именно тренерство, да. Опять же, меня сюда привела, как-то, знаете, жизнь меня привела, Аллах, я говорю, да, меня привел к этому, потому что когда я сама вела своих клиентов всегда, очень много людей, которые ко мне приходили, когда я вот последний мой опыт работы был в компании Тугис, где я в найме работала. И когда мне предложили там должность коммерческого директора, я захотела уже работать на себя и приняла решение уйти с этой компании. И в 2GIS я вела очень много клиентов, которых, как сказать, я сопровождала, которым я продавала услуги 2GIS и другие услуги. Они, соответственно, когда узнали, что я ушла с работы, начали меня приглашать к себе и, как сказать, просили, чтобы я поделилась своим опытом их командой. И когда я начала делиться своим опытом, они мне потом предлагали: слушайте, Гульжан, я там проходил на 150 тысяч тенге, за 500 тысяч тенге, за миллион, но те знания, которые вы даете, никто не дает, давайте мы вам будем платить и, обучайте наших продавцов. И вот таким образом, как бы у меня начинали появляться клиенты, и на сегодняшний день, я ни разу не запускала таргетированную рекламу на свои курсы. То есть все ученики мои, их на сегодняшний день более 4000 человек, это все люди, которые пришли по сарафанному радио. Вот я ни один свой продукт не продавала через таргет, я вам честно скажу. Потому что, все приходили, узнавали, они знали, как я продаю. Этот пришел, обучился, потом пошел, рассказал другому, другой предложил, третий предложил и так далее. И вот я прошу прощения, мне надо выключить этот телефон. Так, перезагрузка, выключить, да, потом включу. Это рабочий телефон, который у меня звонит. И получается, смотрите, у меня вот эти люди приходили, и вот тем самым я, получается, начала обучать, да, этому. На сегодняшний день я выпустила ежедневник «Желай и делай больше». Я его распродала тоже без единой рекламы, более 3000 экземпляров за 1 год. Сейчас я создала воркбук и планер, который называется «Научись продавать». Я создала игру, которая именно по возражениям называется «Убийца возражений». Те люди, это для тех людей, кто не умеет вообще работать с возражениями. И также у меня был свой авторский тренинг, который назывался «Эксперт по продажам». И вот по этому тренингу я ставила турне, ездила по городам Казахстана. Если это вкратце информация обо мне. Если... Так, все, здесь мне пишут. Смотрите, я не могу, к сожалению, и на русском объяснять, и на казахском, потому что время у нас ограничено, контента у нас очень много. Пока я буду переводить, это будет очень много, это раз. Мы не успеем. Во-вторых, у нас, если я буду чисто на казахском объяснять, очень много людей, которые из других стран, которые только русский язык понимают. Поэтому я очень прошу прощения у тех людей, которые чисто на казахском понимают, и прошу, чтобы мы как-то отнеслись к этому с пониманием. Пожалуйста, дайте мне огонечки, те, которые меня понимают, о чем я. И здесь я хочу сказать, я хочу вам сказать, что я не теоретик, я практик чисто, да, то есть я сама продавала, продаю и сейчас продаю, потому что в продажах мы всегда должны держать руку на пульсе, то есть мы всегда должны продавать, поэтому здесь это очень важно. И что я хочу сказать, единственный актив, которым вы будете владеть, это вы. То есть вам нужно всегда вкладывать деньги. Вот очень много людей, которые покупают машины, дома, какие-то украшения и так далее, да, но это все, как вам сказать, это все не то. То есть единственный актив, который вам нужен и которым вы будете владеть, это вы.
То есть и вам нужно вкладывать вот в себя вот все, что это, конечно же, через знания, да. И когда вот вы приобретаете знания, когда вы приобретаете навыки, они всегда у вас растут. Чем больше вы становитесь профессиональнее, чем больше у вас, например, классных результатов, тем больше у вас ваша стоимость, она будет расти на рынке. То есть, если я, например, раньше свои курсы там продавала, да, там за 5000 тенге, за 3000 тенге и так далее, сейчас, на сегодняшний день очень они дорого стоят. Поэтому эти навыки, они будут постоянно, ваш профессионализм будет постоянно расти. Их нельзя украсть, то есть мои навыки никто не может у меня украсть. Мне не нужно платить налоги, да, с моих навыков, с моих знаний, да. Они усиливают друг друга, и самое высокое соотношение цена и результата. Чем больше вы будете продуктивно, давать результат другим людям, чем больше будет расти ваша именно экспертность, ваша стоимость. Поэтому я хочу поблагодарить полностью всех тех участников, которые зарегистрировались на этот бесплатный марафон и которые вот сейчас пришли, уделили время, сидят с нами. Давайте мы сейчас огонечки отправим именно себе за то, что мы молодцы, за то, что мы красавчики, да, и похлопаем себе в первую очередь. А теперь смотрите. Теперь у меня вопрос такой. Если у нас люди, у кого сейчас нету результатов, я хочу, чтобы вы поделились прямо в чате, да, чтобы вы поделились, в каком вы сейчас состоянии, да. Это, возможно, новички, возможно, вы уже работаете в продажах уже давно, но вы встали в какой-то там стеклянный потолок, у вас что-то там не получается. Возможно, у вас там результаты не идут, потому что вы там сами ничего не делаете, да, там боитесь, я не знаю, звонить, приглашать людей, проводить встречи или еще что-то. То есть скажите, пожалуйста, именно те люди, у кого нету результатов, да, в каком вы состоянии, и есть ли вообще такие люди в нашем чате, вот кто пришел сюда? Ага. Кто-то пишет, что первый раз находится в MLM. Давайте я пока себе воду налью, вы, пожалуйста, пока поделитесь. Есть ли у нас люди, у кого нет результатов? В каком вы состоянии сейчас находитесь? У меня нет результата 2 месяца, я только начал. Кто-то пишет, у меня нет результатов. А есть люди, у которых уже давно в бизнесе, год, возможно, 1,5 года, полгода, 2 года, 3 года, и у этих людей нет результата. Я в тупике, я стажер, пишет кто-то, да, кто-то пишет, Жаман, у меня нет результатов, да. В каком вы состоянии? Только депрессия, пишут, да, стараюсь, но нет результата. Угу. У меня очень хорошие результаты по здоровью, у меня пока нет результатов. Я сейчас конкретно спрашиваю именно результаты по деньгам, именно результаты в продажах. Большой страх. Ага. Благодарю вас, друзья, благодарю вас за то, что вы делитесь. И давайте я вам сейчас, прежде чем мы начнем с вами контентную часть, я хочу вам рассказать одну притчу. И сейчас очень хочу, чтобы каждый участник задумался, да. Это очень известная притча. Возможно, вы уже слышали когда-то, возможно, вы уже слышали. И смотрите, 3 строителя, получается, это вот стройка идет, есть там 3 строителя, и они носят тяжелые камни. У них, у каждого лица выражали совершенно разные эмоции. И к ним как-то подошел мудрец, и он спрашивает первого, самого грустного и недовольного человека. И он спрашивает, что ты делаешь? И тот отвечает, да, не видишь, я таскаю камни. То есть он со своим грустным, недовольным лицом отвечает, не видишь, я таскаю камни. Второй, именно строитель, да, у которого спросил мудрец, он имел более такой серьезный, сосредоточенный вид, и мудрец подходит к нему и спрашивает, а что ты делаешь? И он отвечает, я зарабатываю деньги для своей семьи. И мудрец подходит к третьему человеку, да, и он вот выглядит более веселый, счастливый, и мудрец спрашивает у него, а что ты делаешь? И тот ответил, я строю храм.
И здесь я хочу отметить, смотрите, все 3 человека, они перетаскивали тяжелый груз. Все они зарабатывали деньги, да, но по-разному относились к этому процессу. И тот, кто строил храм, не занимался пустым делом. У него была миссия, да, которая помогала ему, да, и он помогал людям. И вот здесь ключевой момент, друзья, я хочу у вас спросить, скажите, пожалуйста, какое у вас отношение к бизнесу? Как вы делаете свою работу? Какая у вас миссия, когда вы идете к людям и вы предлагаете свой товар, свою услугу какую-то, да, я не знаю, свою идею, когда вы продаете? Какая у вас миссия? Какой у вас подход? Поделитесь, пожалуйста. Так, мы начали первый день нашего марафона. У нас более 400 человек. Расскажите, пожалуйста, да, какое у вас отношение к бизнесу? Нет! Какая у вас миссия, когда вы идете к людям, когда вы им предлагаете что-то, да? Как вы относитесь? Вы просто продаете ваш продукт, вы просто о нем рассказываете, да? Или вы просто зарабатываете деньги, или вы дарите людям счастье, или вы дарите людям благополучие, или вы, как сказать, или вы делаете людей здоровыми, или вы делаете людей счастливыми, или вы делаете людей богатыми. Какой у вас настрой? Вот смотрите. Так. Я второй рабочий, кто-то пишет, да? Просто зарабатываете деньги. Иногда тяжело, иногда легко. Кто-то помощь людям, продавать товар, да? То есть, смотрите, есть 3 варианта. Просто продавать товар, это вот как первый нам говорит, да? Ну, не видишь, я таскаю камни. Есть второй вариант, это когда он говорит, я на этом зарабатываю, я иду, продаю свой продукт, я на этом зарабатываю. А есть третий, да, когда я говорю, я помогаю миру, я помогаю стране, я помогаю нации, я помогаю людям. И здесь я хочу, чтобы вы задумались над этим, и вы, когда с сегодняшнего дня вы будете идти к людям, чтобы вы именно с точки зрения миссии своей продавали, да, с точки зрения, вот, например, я вам честно скажу, я раньше тоже просто продавала свои услуги, я просто рассказывала, ставила тренинги и так далее, да. Сейчас же моя миссия это, чтобы именно делать людей счастливыми, осознанными, а самое главное, богатыми. Я все это могу делать через свои знания, я могу все это делать, развивая свои навыки, да, продавая свои курсы, продавая свои инструменты, я могу других людей сделать счастливыми. То есть у меня сейчас именно взгляд ко всему этому изменился. Поэтому здесь я хочу ключевой момент, чтобы вы все подумали, да, вот после того, как сейчас наш прямой эфир закончится, подумайте, напишите, да, хочется близким и знакомым, да, Ирина, вот смотрите, вы хотите близким и здоровым, а вам нужно расшириться, да, чтобы вы хотели всему миру подарить то, что вы делаете, да, всему миру помочь. Вы же можете работать именно со всем миром, не только со своими знакомыми, не только со своими родными, да. Хочу, чтобы люди жили долго и счастливо. Вот круто, да. Стать финансово независимым. Шинара, вот здесь опять же, стать финансово независимым, это больше эгоистичная такая цель, если я скажу, я хочу сама стать миллионером. Понимаете? А я хочу, чтобы вы стали миллионером. Если я помогу вам стать миллионерами, то, поверьте мне, я автоматически стану сама миллионершей. Это побочным эффектом автоматически будет. Поэтому вам нужно фокус себя сменить на других людей, да, и помогать другим людям, отдавать больше. Здоровье, дети, тоже так думаю. Так, делаем людей счастливыми, богатыми. Я думаю, что смысл притчи этот я донесла. Дайте, пожалуйста, мне огоньки, чтобы я понимала, что вы меня поняли, и мы можем продвигаться дальше. Дайте мне, пожалуйста, огоньки, если смысл притчи я до вас донесла. Все, пошли огоньки. Ну, слава Богу, Аллах шукр. Значит, мы
в правильном направлении с вами. Огоньки, да, быть финансово независимым. Светлана, вот смотрите, то есть я опять же говорю про фокус. Если я хочу стать финансово независимым, если я хочу стать миллионершем, то, понимаете, фокус на мне – это не совсем правильная позиция. Я хочу, чтобы вы были миллионерами, я хочу, чтобы вы были счастливыми. То же самое вы, когда идете людям и вы предлагаете, вы всегда понимаете, что вы нечто больше делаете. Если вот здесь у нас есть, например, люди, которые продают БАДы, то вы помогаете всей нации, вы помогаете всем людям, нашему государству делать людей здоровыми. Это очень такая классная большая миссия, и вы должны гордиться этим, а не стыдиться, что вы в сетевом маркетинге и вы продаете что-то. Все, огоньки пошли. Я надеюсь, что меня все поняли. Двигаемся дальше, потому что у нас времени мало. Друзья, сейчас я хочу, чтобы вы все сфотографировали. Это мой инстаграм-страница и мой телеграм-канал. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм и на мой инстаграм тоже. Обязательно, чтобы получать, полезную информацию. Я буду сейчас активно делиться с вами. Мы будем вместе друг друга заряжать. Мы будем вместе друг с другом идти к нашим целям. Поэтому подпишитесь и сделайте скрин вот этого. И вот также, если вы видите, снизу вот такой QR стоит, это тоже получается мой инстаграм-страница, моя инстаграм-страница. Теперь у меня вопрос. Самый главный месседж, да, самый главный, что вы хотите донести до вашего человека. Вот теперь ключевой момент, давайте... У каждого из вас должен быть какой-то главный месседж. Это то, что мы пропагандируем, это то, что мы говорим постоянно людям. Вот у вас вы все в сетевом, например, маркетинге, да? Кто-то, например, помогает фигуру классные делать, кто-то помогает, не знаю, очистить там организм и вес скинуть, кто-то помогает, не знаю, там фитнес-индустрии, чтобы там, не знаю, были там красивые кубики и так далее, да? Например, у меня мой главный месседж это теперь будет: хочешь стать миллионером, приходи ко мне, да, я помогу тебе стать миллионером, я помогу тебе заработать первые миллионы, я тебя выведу на миллион доход и так далее. То есть первый, вот этот главный месседж, это то, что вы хотите донести до вашей аудитории. Напишите, пожалуйста, у кого какой месседж самый-самый главный, что вы хотите донести. Нет, вот БАДы для здоровья это не месседж. То есть месседж это, как сказать, вот миллионером сделать. Это сделать рельефное тело. То есть месседж – это конечный результат, который вы хотите до человека донести. Это вот месседж, например, может быть «помогу похудеть». Месседж может быть, например, «помогу», я не знаю, что сделать. Очистить организм. Ну нет, очистить организм, что потом? Когда очистит организм, очистится, что дальше? Надо выращивать своих партнеров, будут успешными, они будут успешными. Если вы хотите, чтобы ваши партнеры были успешными, их нужно тащить вот на такие мероприятия, как марафоны, на обучение и так далее. Хочешь быть счастливым, будь со мной. Нет, месседж, нет, хорошаш, это неправильно. Вот давайте сейчас я вам на примере приведу. Теперь, вот у каждого вам нужна задача для того, чтобы вы вообще запомнились у людей, у вас должен быть постоянно какой-то месседж, про что вы постоянно говорите и с чем люди вас будут ассоциировать. Например, да, там, опять же, миллионер, хочешь заработать свой миллион, хочешь стать миллионером, помогу и так далее, да, и вам нужно понять они. То есть вот ваши люди, чего они хотят. Вот вы, например, продаете, допустим, там, Herbalife, да, коктейли Herbalife. То есть чего хотят люди? Они хотят похудеть. И вот ваш главный месседж – это похудеть. То есть помогу похудеть. Вот, например, компания там Marian Health, вы помогаете, у вас, я не знаю, классные результаты, у вас там очень много от разных БАДов, например, и вы помогаете, не знаю, стать здоровым, да, очистить организм и стать здоровым. То есть, да, и люди чего хотят? Люди хотят стать здоровыми, и они хотят зарабатывать много денег, да.
То есть и здесь люди хотят чего? Вам нужно понять, чего хотят ваша аудитория. То есть для того, чтобы мы могли вообще кому-то что-то продать, нам нужно вначале понять, чего они хотят. И потом вот это нам нужно транслировать везде. В соцсети, при знакомствах, на встрече, где-то там духада отырсыз, где-то тойда отырсыз и так далее. Да? И вам нужно понимать. И теперь как они могут это получить? Как они могут это получить? Давайте сейчас на примере мы с вами разберем, да? То есть есть вот такой вот некий путь, да, чего хотят люди. Потом путь, как это получить. И главные 3 фишки сегодня я вам расскажу про вот эти главные 3 фишки. И вам нужно вот понимать, чего хотят ваша аудитория, да? Ну, для этого вам нужно еще научиться делать самопрезентацию за 1 минуту. Если мы успеем, завтра я вам дам вот эту крутую презентацию, чтобы вы могли за 1 минуту смачно рассказать о себе, чтобы вы могли сразу, знаете, завоевать доверие аудитории. Так, теперь вот смотрите, главный месседж. Есть у нас люди, у которых месседж, вот этот посыл, да, который идет, это вот «хочу похудеть». То есть месседж ваших людей – это «хочу похудеть». Да? То есть хочу похудеть. Теперь для того, чтобы вот этот месседж, да, пропагандировать, что нужно делать? В первую очередь нам нужно работать с мышлением. Смотрите, друзья, если вы не работаете с мышлением, вы будете тормозить полностью все. Ну, наверное, после того, как вот эта пандемия произошла, после пандемии все уже, наверное, поняли, да, насколько важно работать с мышлением. Потому что есть у нас страхи, есть у нас обиды, которые нас тормозят, есть у нас там непринятые качества, есть у нас там какие-то негативные установки, которые там касаются денег, касаются здоровья, которые касаются продаж и так далее. И они по-любому вас будут где-то тормозить. И для того, чтобы это не тормозило, нужно научиться работать в первую очередь с мышлением. И вот, например, если человек хочет похудеть, ему нужно работать с мышлением, потом ему нужно наладить питание и плюс уровень воды, да, в организме. Третье, нужно ему делать упражнения физические, да, и потом плюс к нему нужно добавить витамины. И вот только в этом случае он получает результат. Понимаете? И вот, если человек работает с мышлением, он правильно питается и употребляет правильное количество воды, да, он делает физические упражнения, пьет витамины, он получает какой результат? Он может получить вот то, что он хочет, похудеть. Теперь, если вообще понимаете, о чем я, дайте мне, пожалуйста, обратную связь в виде плюсиков. Плюсики поставьте, пожалуйста, те люди, которые вообще понимают, о чем я и донесла ли я вот эту смысл вам. Дайте, пожалуйста, плюсики. Плюсики, пожалуйста, поставьте те люди, которые вообще понимают, о чем я. Все, пошли плюсики. Ну, круто. Теперь, есть у нас люди, которые хотят в первую линию людей своих. Поставьте, пожалуйста, теперь огоньки. Огоньки, чтобы я понимала. Это те люди, которые хотят в первую линию людей своих пригласить, создать. Есть у нас люди, которые хотят в первую линию людей создать, первую линию, создать вот партнеров. Огоньки поставьте, огоньки, чтобы я понимала, что такие люди есть. Угу. Плюсики ставят. Теперь мне нужно огоньки, чтобы вы поставили. Сейчас я вам буду рассказывать для тех людей, которые хотят именно свою первую линию, да, создать, что нужно сделать. Огоньки, огоньки жду. Огоньки. Есть, да?
Все, отлично, давайте погнали дальше. Хочу вот в первую линию людей. Что нужно для этого? В первую очередь, смотрите, люди сейчас идут за людьми. Это вы, наверное, сами поняли. Если вы сами находитесь в депрессивном состоянии, если вы сами находитесь жертвой, я не знаю, то, поверьте мне, за вами люди не захотят идти. Это не то, что я плохая, и я вам это говорю, это просто факт. Если бы вот здесь я сама там сидела, там, не знаю, ни рыба, ни мясо, которые там, ни кукареку, вы бы не пришли бы ко мне на мой прямой эфир, и вы бы не сидели вот здесь, уже 40 минут прошло, да? Поэтому здесь важно обязательно научиться вам создавать шум вокруг себя. Для этого вам нужно всегда следить за собой и всегда нужно, как сказать, делать. То есть не просто словами. Вот в сетевом маркетинге очень много людей любят. Вот вы сейчас посмотрели вот этот прямой эфир, да, поняли что-то из этого, вы ничего еще не внедрили в свою жизнь, вы побежали этим делиться со своей командой. Вот это вообще неправильно, потому что ваша задача именно сейчас прокачаться и быть примером и научиться создавать шум вокруг себя. Это для тех людей, кто хочет создавать вокруг себя именно первую линию, хотят подписывать людей. Что для этого нужно? Да? Что для этого нужно? Для этого нужно 4 навыка. Смотрите, сейчас самые главные навыки, которые вам нужно развивать, чтобы вы зарабатывали миллионы тенге, не только миллион тенге, а миллион долларов, вам нужно научиться только 4 навыкам. Первый навык – это работать с вашим мышлением. Первый навык – это работать с мышлением, потому что если вы не почистите, вот смотрите, давайте на обычном примере объясню. Вот вы, например, все же продаете вот в сетевом маркетинге, находитесь какие-то БАДы, и у вас есть такое понятие, как очистка. То есть в первую очередь, прежде чем дать витамин, например, какому-то человеку, вы ему предлагаете очистить организм, да? Я не знаю, кто-то предлагает там алоэ, кто-то предлагает там застеры, третий предлагает там, не знаю, какие-то еще порошки и так далее, и так далее. И вот это вот то, что вы говорите, очистка в организме, это то же самое касается с вашим мозгом, да, то есть мы в голову вначале с мышлением должны поработать, почистить вот эти страхи, установки, как сказать, стыд, что продавать это стыдно, что зарабатывать большие деньги это стыдно и так далее, да, то есть вам нужно поработать и почистить вот ваше мышление, и вот этому навыку вам нужно научиться. Второй навык, который вам нужно, это научиться писать. То есть это есть сейчас вы через копирайтинг, это называется, да, писать хитовые тексты, которые могут вам привлекать очень много аудитории завтра. То есть второй навык, которому вам нужно научиться, это писать. Вы можете грамотно написать один пост, который вам будет привлекать очень много аудитории. Третий навык, который вам нужно овладеть, это снимать или сниматься в роликах, то есть видео. Я знаю, что у меня в основном аудитория это взрослая аудитория, которые там не очень дружат с Инстаграмом, которые там не очень дружат с телефоном. Но тем не менее, если вы хотите зарабатывать большие деньги, вам нужно этому научиться. И я не хочу слышать никакие отмазки, что вам 80 лет, 60 лет, там 50 лет, что вы умеете, не умеете. Если вы хотите зарабатывать деньги, нужно этому научиться. Забудьте вообще про слово возраст. Если вы не умеете сами, то у вас есть дети, у вас есть сын, дочка, пользуйтесь ими. То есть просите их, пользуйтесь, пусть они вас снимают, пусть они вам помогают, пусть они вам, как сказать, помогают. Вот. И четвертый навык – это говорить. То есть это говорить, как я, уверенно, четко, продавать. То есть продавать – это и есть вот здесь говорить. То есть смотрите, 4 навыка для того, чтобы вы построили миллионную команду, чтобы вы вышли к миллионным, как сказать, чтобы вы вышли к миллионному заработку. 4 навыка всего лишь вам нужно. Первый навык – работать с мышлением. Второй навык – научиться писать. Третий навык – научиться сниматься в роликах. Да? И четвертый навык – это уметь говорить. Уверенно, четко, по структуре и так далее. Ну, конечно, каждый вот этот навык внутри, он еще делится на другие, да, части. И с этим мы с вами будем разговаривать позже. Теперь, все, что вам нужно
Вот те люди, которые только в офлайне продают, я вам скажу, сколько денег вы упускаете. Завтра мы с вами сделаем крутую технику, я вам дам формулу, по которой мы будем с вами считать, сколько денег вы на сегодняшний день теряете. Мы это обязательно с вами посчитаем, поэтому завтра обязательно приходите, все вовремя, мы начнем вовремя, да. И теперь вот сейчас смотрите, для того, чтобы вы в первую линию подписывали людей, все, что вам нужно, это Инстаграм. Второй – это контент, да, или же текст к Инстаграму, или же какое-то видео, научиться писать правильно, не так, что как попало, о, сегодня у меня там классное настроение, я вышла там в парк, делать 10 тысяч шагов. Нет, не такой текст, а именно продающий текст нужно уметь писать. Потом, третье – это консультация предложения. То есть, смотрите, вот у нас есть Инстаграм. Мы в Инстаграме написали какой-то контент-текст, да, продающий, хитовый текст, вокруг чего мы создали ажиотаж. Или мы создали такое видео. Далее мы привлекаем на это видео или же на этот текст людей. И вот когда люди к нам приходят, заходят уже, да, мы их приглашаем на консультацию, где мы делаем им предложение. То есть, где мы им делаем предложение, и мы получаем результат. Поставьте, пожалуйста, плюсики вообще те люди, которые меня понимают, о чем я. Что-то я не вижу вашу обратную связь. Поставьте, пожалуйста, плюс те, кто вообще понимает, кто понимает именно о чем я. И вообще, кто меня понимает, пока я чуть-чуть отдохну. Дайте, пожалуйста, плюсики те, кто меня понимает. Во, Эльмира Тунганаева, Сауле, Гульзат. Все, я вижу, отлично. Плюсики поставьте, да? Вот, друзья, смотрите, я знаю, что вы делитесь. Кто-то онлайнчик, кто-то офлайнчик. Но я хочу, чтобы вы зарабатывали большие деньги, сидя дома, не напрягались. И вы строили команду, и чтобы вы путешествовали, чтобы вы могли себе позволить жить в любой стране, где вы хотите. Чтобы вы могли позволить себе любую еду, которую вы хотите. Чтобы вы смогли, как сказать, ездить на той машине, на которой вы хотите. И чтобы это все иметь, свободу, выбор, свободное время, роскошь, хорошую еду, хорошую машину, хороший дом, хорошие условия. Вам всего лишь нужно выбрать какую-то сетевую компанию. Если вы уже выбрали, это вообще классно, супер. Второе, вам нужно всего лишь научиться. И чтобы этому научиться, вам нужно овладеть, не делить, я только онлайнчик, я так могу, я не могу. Ваш посыл должен быть «я научусь», «я научусь». То есть и для этого вам нужен Инстаграм, уметь создавать контент, текст или видео, потом приглашать на консультацию, и вот на этой консультации делать классные предложения и получать результаты. И получать результаты. Понимаете, да, о чем я? Ну, вообще супер. Слушаем внимательно, чтобы ничего не пропустить. Елена, когда вы слушаете внимательно, и вы потом молчите, я уже пугаюсь, я думаю, возможно, вдруг вы убежали куда-то, или вдруг что-то пошло не то с интернетом. Поэтому я буду периодически вас просить именно активности, да, чтобы вы там ставили плюсики, где-то ставили вот огонечки, сердечки и так далее, чтобы я понимала, что все идет окей. Теперь у меня самый главный вопрос. Продукт номер 1 в вашей компании – это что? Что вы продаете? Скажите, пожалуйста, что вы продаете? Какой продукт вы продаете? Какой продукт у вас в вашей компании? Очень классный вопрос. Вопрос. Продукт номер 1 в вашей компании. Что это? Бизнес-план, Айгуль пишет, Максилин кто-то пишет, Витамарин А и Б пишет, БАДы пишут, японские БАДы, успех, БАДы, нет, неправильно, коллеги,
Вы в сетевом бизнесе, спирулина кто-то пишет, бизнес-план, здоровье, себя, бизнес, оздоровительный. Капец, короче, люди. Так, первый себя надо продавать. Скажите, продукт номер 1 вашей компании это что? Вы в сетевом бизнесе работаете. Давайте, БАДы, спирулина, здоровый образ жизни. Так, услуги косметолога, супер зеленые японские БАДы. Продукт номер 1 это я, кто-то пишет. Жебек пишет, кардиомарин. Нет, корпусная мебель, лофт мебели, любой вкус. Нет, коллеги, номер 1 вашей компании, да? Президента, компания БАДы и себя бизнес-план, маркетинг. Смотрите, первый продукт, который вы продаете в вашей компании, это именно для тех людей, которые в сетевом сейчас, да, это вы продаете возможность. То есть через сетевой маркетинг мы продаем людям возможность. Где сейчас есть возможность иметь дополнительное свободное время, где у нас есть возможность, где вы можете неограниченный потолок зарабатывать миллионы, где у вас есть возможность, где вы можете много путешествовать, позволять себе дорогое обучение для ваших детей и так далее. Где? И вот продукт номер 1, который вы продаете в вашей компании, это возможность. Мы продаем возможность. Когда люди приходят к нам, мы продаем ему возможность. Мы продаем ему возможность в лучшую жизнь, иметь больше свободного времени, больше путешествовать, больше, позволять своему ребенку высшее, хорошее образование за рубежом. Мы позволяем роскошную жизнь, мы позволяем свободную жизнь, мы продаем возможность, не БАД, не маркетинг, не себя, мы продаем возможность. Понимаете, возможность кто-то пишет теперь. Все, супер. Дайте мне, пожалуйста, огоньки, те, кто меня понял, что вы продаете. Когда мы предлагаем сетевой маркетинг своему брату, своему другу, своему соседу, вообще всему миру, людям, мы им предлагаем возможность, что вот, став партнером, здоровье, то, что они оздоровятся, да, хорошая фигура, то, что я скину лишний вес, это у нас побочным эффектом приходит. Побочным эффектом и так, когда я буду пить, понимаете, это как дополнительный бонус. Когда вы там что-то покупаете, вам дают дополнительные бонусы. Как я, например, сегодня хочу вам дать бонус, это первый блок своего воркбука. Вы и так бесплатно пришли. Но я еще вам хочу подарить. Просто у меня прям поток идет, поток. Я хочу с вами делиться. Понимаете? И вот вы должны понимать, мне огоньки, не плюсики, а огоньки отправьте, чтобы вы понимали. Я хочу вот сейчас полностью вашу точку зрения поменять. Люди, которые работают в сетевом маркетинге, почему у вас не получается? Потому что вы продукт продаете, потому что вы БАДы продаете. Я прошу прощения, раньше, когда у меня был в прошлом году турне по городам, посыл у меня был на продукт. Я вас буду обучать продукт продавать, но это должно быть у нас второстепенным. То есть в первую очередь мы должны, если мы хотим развивать первую структуру, если мы хотим развивать сеть, наша задача научиться, как возможность продавать, как мы предлагаем, потому что в сетевом маркетинге все есть. Вы можете пить БАДы, худеть, вы можете пить БАДы, становиться здоровым, да? Вы можете пить БАДы, зарабатывать, продавать на этом, вы можете ходить на тренинги, вы можете путешествовать, вы можете отдыхать, все вы можете, и это все дает сетевой маркетинг, просто нужно правильно посыл делать, надо вот этот правильный месседж делать, который я вначале говорила, и нужно правильно это людям донести. Да, а не так, что вот мы говорим, хочешь, купи, пожалуйста, у меня вот эту банку, стеклянку, ты станешь здоровым, потом вы ходите, умоляете этих людей, да, и так далее. Вот, все, огоньки пошли, значит, вы меня понимаете, все круто. Возможность, да, вы продаете. И теперь смотрите, нужно сделать так, чтобы не мы ходили к людям. Вот вы привыкли сами ходить к людям. Вы сами ходите, сами звоните, сами предлагаете, сами что-то там делаете и так далее. Вам нужно научиться делать все так, чтобы он сам захотел, и чтобы он сам написал вам, чтобы он сам пришел к вам, и чтобы он сам начал спрашивать это все. Понимаете, вот это? Не нужно на сегодняшний день, имея шикарный продукт, имея шикарный
работая в шикарной компании, не нужно за людьми бегать, потому что если вы правильно посыл сделаете, правильный нет сделаете, правильно будете доносить до своей аудитории, поймете вот этот месседж, будете доносить, они сами будут к вам приходить, они сами будут вас искать, они сами будут спрашивать, да, слушайте, расскажите мне, вот сейчас у меня тоже будет посыл, да, именно кто хочет научиться зарабатывать миллион. Все, возможность супер, ой, ну классно. Вы вот этот слайд поняли, да, что нужно сделать так, чтобы люди сами захотели к вам не прийти, а не вы за ними бегаете. Да, эфир мы обязательно сохраним на 24 часа. Пожалуйста, потом не спрашивайте у меня, только 24 часа будет висеть эфир. Теперь, что нужно сделать? Опять же, мы возвращаемся. Если мы хотим зарабатывать миллионы, если мы хотим ставить, как сказать, международную команду иметь, международный бизнес иметь, то нам нужно научиться выходить в интернет-пространство. Я понимаю, что вы боитесь, но вас этот телефон не съест. Этот телефон вас не съест. То есть вам нужно научиться выходить и создавать вовлекающие охваты. Вовлекающие охваты, чтобы вот у людей был вот этот ажиотаж, чтобы вот этот, знаете, вот как мы говорим, усек был. Вот наши люди в Казахстане и вообще в жизни любят усеки. Вот, когда там что-то, не знаю, кто-то прыгнул там с 10-го этажа, все, начинаются все вовлекаться, писать. И вам нужно вот такие, знаете, вот создавать вот такой контент, такой вовлекающий, чтобы людям было интересно, чтобы они начали пересылать, чтобы они начали друг с другом общаться и так далее. И еще один важный момент, вот этот момент, это прямые трансляции вести. То есть я сейчас сама тоже буду вести прямые трансляции, их будет очень много, поэтому вам тоже нужно научиться прямые трансляции вести. Потрясающий посыл позитивного мышления. Ну, круто, спасибо, я очень рада. Дайте, пожалуйста, мне огонька те люди, которые вообще понимают, о чем я сейчас. Огоньки, пожалуйста, отправьте мне много-много огоньков, что вы с нами, что вы понимаете, что вам полезен этот эфир. А то кто-то мне только что писал, что вы очень много рассказываете про свою историю. Дайте, пожалуйста, огоньков. Огоньки отправьте мне, пожалуйста. Кто меня понимает вообще, полезен ли? Мы уже 1 час с вами провели, да? Полезно ли, было ли вам полезно? Все, огоньки пошли. Ну, круто, классно. Спасибо. Теперь смотрите, контент ваш в соцсети мы не забываем. Сторисы в WhatsApp мы не забываем. И контент должен быть, и он должен быть постоянно вовлекающим, вовлекать других людей. Теперь нам нужно формировать нашу базу, да? Обязательно все люди, которые с вами соприкасаются, которым вы что-то предлагаете, вам нужно вести базу эту. Вы можете создать чат в WhatsApp, вы можете создать чат в Телеграме, вы можете, я не знаю, где-то вести, но обязательно вам нужно вести и формировать вот эту базу. Обязательно базу нужно вести. Чат в WhatsApp. Теперь, вот смотрите, помните, я вам говорила, что мы в Инстаграме, да, создаем хитовые тексты, хитовые видео, которые нам будет привлекать новую аудиторию. Когда к нам приходит новая аудитория, потом мы их записываем на консультацию, на диагностику, и дальше на диагностике мы будем продавать что-то, да. И здесь я хочу сказать, если вы хотите вот, людей в свою первую линию, вам нужно уметь отбирать людей. То есть вы же сейчас бегаете за каждым человеком, да, вы предлагаете и этому, этот больной, этот толстый, но вы хотите спасти всем, лишь бы, чтобы они у вас что-то купили. Но здесь я хочу сказать, если вы строите сетевой бизнес, вам нужно научиться не всех подряд приглашать, а выбирать людей. То есть вам нужно научиться выбирать людей, чтобы не они, а вы выбирали себе в первую линию людей. Вы умеете, как сказать, вы имеете на это право. У вас шикарный бизнес, вы шикарный человек, у вас классная продукция, у вас классный маркетинг, да, и вы даете людям возможность. И чтобы вот понять, с кем вам идти, вам нужно отбирать людей. Во-первых, вам нужно научиться отбирать людей, тех, которые хотят зарабатывать. Это первое, да. И второе, это те, которые хотят стать лучшей версией самого себя.
Если перед вами нытик, который ничего в жизни не хочет, который только в депрессии, который там, не знаю, свой вес запустил, который там уже жалуется, сидит, там на кого-то обижается, кого-то ждет, не нужны вам эти люди. Вам нужно научиться отбирать, находить людей, которые хотят зарабатывать деньги и которые хотят стать лучшей версией себя. И только с этими людьми вы будете идти дальше, строить команду. Понимаете, о чем я? Дайте, пожалуйста, плюсики. Плюсики напишите, пожалуйста, те люди, которые понимают, о чем я. Плюсики дайте, пожалуйста. Ой. Нам нужно люди, которые хотят зарабатывать деньги, которые хотят стать успешной версией самого себя. Вы даете возможность другим людям, вы выбираете людей. Поэтому, когда у вас их будет очень много людей, этих вы будете отбирать. Так, с этим я хочу работать, а с этим я не хочу работать. С этим я хочу работать, а с этим я не хочу работать и так далее. Понимаете, о чем я? Ну, я надеюсь, что я донесла до вас. Все. Теперь следующий слайд. Вам нужно делиться тем, что вы делаете, не теорией. Вот смотрите. Смотрите, вам нужно делиться тем, что вы делаете, а не теорией. Очень много в сетевом маркетинге, когда вы сейчас научились, что-то услышали и побежали. Не нужно делиться теорией. То есть это сейчас только теория. Вам нужно все, что я сейчас говорю, внедрить вначале в практику. Потом, когда вы делаете практику, вы этим делитесь. Вот я, знаете, здесь хочу сказать. Вот, например, есть у нас родители, которые, например, детям говорят: читайте книги. Вот если ты будешь читать книги, ты будешь умным, ты будешь учиться хорошо, ты поступишь в хороший университет и так далее, но сам при этом родитель не читает. Или он, например, заставляет там ребенка ходить в спортзал, но сам при этом не делает этого. Поверьте мне, это вообще дохлая тема. Не нужно вот так делать, потому что вы знаете, что ваш ребенок не будет это делать. Вам нужно делиться тем, что вы делаете, не теорией. То есть, если я, например, сегодня продаю БАДы, то мне нужно пить эти БАДы. Если я говорю, приглашая людей, создавай вовлекающий контент, мне нужно создавать этот вовлекающий контент самой. И я потом вас призываю: смотри, как я делаю, присоединяйся. И вот таким образом вы будете вовлекать этих людей в свою команду, вообще в свою жизнь. Если я ни хера не буду делать, ничего не буду делать, буду сидеть и буду говорить: ну-ка давайте идите делайте, то, извините, меня не получится так. Вот часто многие родители так делают. То есть вы только личным своим примером можете. Информация бомба пишет. Ну, классно, Жибек, я очень рада, что вам понравилось. Теперь, что нужно делать? Самый главный вопрос. В первую очередь вам нужно научиться давать ценность. Вот смотрите, что такое давать ценность. Это не просто вот вы бегаете и вы говорите: ой, купил у меня спирулину, купил у меня вот этот коктейль, купил у меня, я не знаю, абонемент в фитнес и так далее. Да? Вам нужно научиться давать контент полезный, ценный. Например, то есть вы же можете рассказать, почему, например, важно пить воду 2 литра. Вы же, так как в этой сфере работаете, вы же понимаете, что вы можете об этом рассказать. То есть почему важно пить, например, коктейль. Почему, например, важно вначале клетчатку кушать, а потом белок кушать. Вы же можете рассказывать, например, вот если вы там стоматолог, да, вы же можете рассказывать, почему нужно полоскать там рот, почему нужно там зубной нитью пользоваться. И вы можете это как эксперт какими-то вот лайфхаками делиться. Вот здесь смотрите, мне пишет Гульнара: ни хера не делать некорректно. Ой, я прошу прощения у вас, просто, к слову я сказала. Пожалуйста, здесь я прошу, чтобы вы не оценивали. Если вы пришли оценивать, то, пожалуйста, можете выйти отсюда. Это и так бесплатный марафон, которым я делюсь с вами. И когда я употребляю такие слова, я употребляю их, потому что просто, к слову, чтобы оно дошло, понимаете?
Вот, теперь смотрите, отвлеклась, да, давать ценность. Вот у вас есть, я не знаю, что вы продаете. Кто-то продает Максилин, кто-то продает Гербалайф, кто-то продает тряпки Гринвей, кто-то продает, я не знаю, БАДы, спирулину, кто-то продает еще что-то, да, и вам нужно понимать, да, какую ценность вы можете дать. И вот эту ценность вам нужно говорить через сторисы, эту ценность нужно говорить, выкладывать в сторисе у себя в WhatsApp. Не только отзывы, не только купите у меня спирулину. То есть вам нужно научиться давать ценность. В вторую очередь вам нужно научиться создавать отношения. То есть вам нужно научиться создавать отношения. И в третью очередь вам нужно научиться делать предложения. То есть в третью очередь мы делаем предложение, как это они могут сделать у нас, и вот как они... Так, часто пропадаете, очень нестабильная связь. Ну, скорее всего, Булат, это у вас, а не у нас. Потому что если бы у меня зависало бы, то многие люди писали бы мне. Гульжан, вы супер, пишет Ирина. Благодарю. Все. Давать ценность. Что вам нужно делать? Создавать отношения с людьми и делать предложения, то есть продавать. Теперь я вам скажу про новые правила игры в MLM, да? Что в MLM-индустрии, именно в сетевом маркетинге, сейчас, если вы хотите зарабатывать большие деньги, если вы хотите зарабатывать миллионы, то новые правила. И вам нужно быть в ногу со временем. То есть вам нужно быть в ногу со временем. Не нужно отставать, не нужно говорить, что у вас это не получается, вы это не умеете и так далее. Я понимаю вас, что возраст, что и так далее, технологии, вот это все. Но нужно искать выход, нужно находиться, и нужно постоянно вот находиться вот в таком состоянии. Нашли сына, не знаю, попросили дочь, внучку, попросили соседа, попросили еще кого-то, друга, подругу. Неважно, я хочу, чтобы вы просто научились просить. И вот вам нужно новые правила, да, которые именно сейчас в MLM работают. Вам не нужно искать людей, вам нужно создавать. Вам нужно создавать вовлекающий контент, вам нужно создавать именно людей, вам нужно создавать ажиотаж, вам нужно создавать хит какой-то, чтобы вот люди сами вас искали. Не вы искали, не вы бегали. Вы можете написать один хит-пост, который может вам приносить много приносит, как сказать, аудитории принесет. Так, Салтанат пишет, второй раз на вашем обучении вы очень доступно даете информацию. Да, я прям влюбилась, все четко. Спасибо. Да, это моя уникальность, давать все доступно, по полочкам, чтобы вот все вы поняли и смогли это внедрить. И самое интересное, чтобы вы влюбились в то, что вы делаете, чтобы вы влюбились в продажи, потому что когда мы продаем, мы меняем жизни людей. Представьте, если я научу вас продавать, то каким образом, если 400 человек научатся продавать свои люди, то вы же расскажете еще там 4500 людям, и представьте, эти люди пойдут другим рассказывать, и мы в геометрической прогрессии будем влиять друг на друга, мы будем менять жизнь друг друга, и мы будем здоровыми, мы будем красивыми, мы будем стройными, и мы будем, самое главное, богатыми. Спасибо большое. Теперь смотрите, можно написать один хит-пост, который может вам приносить много информации. Опять же, писать посты, писать правильный сайт, писать правильный сценарий для видео. Это все технологии, которым нужно научиться. И вы, наверное, понимаете, что за 2 часа сегодня я не смогу это все вам дать. Сейчас моя задача сегодня больше такая теоретическая часть, да, чтобы я могла повлиять на ваш настрой, чтобы я могла поменять ваше мышление, чтобы я помогла вам именно поменять точку зрения к сетевому, к своему бизнесу. Вы супер эксперт. Ну, отлично, спасибо большое. Правда, вы уникальны, прям заливаете струей в мозг. Да. Просто у меня еще поток идет, я этим потоком делюсь с вами. Смотрите, друзья, да, вот это все, сегодня мы меняем вашу точку зрения. Теперь вам нужно вовлекать публично. То есть, если вы еще миллион в сетевом бизнесе не зарабатываете, вам говорить, что вы в сетевом бизнесе, не нужно напрямую в ваших социальных сетях.
когда вы уже научились миллион зарабатывать, вы уже можете смело говорить и про компанию, и про продукт и так далее. А пока вам нужно научиться вовлекать вот публично, знаете, вот через вот такие посылы, как почему важно пить, например, воду 2 литра, почему важно именно чистить организм, да, вовремя, почему там, я не знаю, почему там нужно сделать там зарядку правильно и так далее. Вот, ну, как бы очень много вот таких вот вовлекающий контент вам нужно научиться делать, и это все публично рассказывать, писать об этом и так далее. И потом вы будете продавать им через консультацию. А вот когда вы уже зарабатываете 1 миллион тенге, вы уже прямо можете через сторисы говорить, потому что вы уже зарабатываете, у вас есть уже четкие результаты, твердые результаты, и вы смело можете говорить. А пока у вас нету 1 миллиона, чтобы люди не пугались, чтобы люди от вас не убегали, вам нужно только через вовлекающий контент и только через ценную информацию вовлекать их, чтобы они сами стучали и писали вам: ой, слушай, там, Гульмира, скажи, пожалуйста, а чем ты занимаешься, да, а почему важно там пить воду, а почему то, и вот когда вот с их стороны пойдет интерес, вы будете именно приглашать на консультацию, и завтра я вам дам, как на консультации именно продавать возможность. Дайте, пожалуйста, огоньки, отправьте, пожалуйста, огоньки те люди, которые хотят именно научиться продавать возможность в сетевом бизнесе, и которые придут завтра, возможно, еще приведут еще свою команду и еще приведете людей. Дайте, пожалуйста, огонек эти люди. Да, я надеюсь, что запись все мы успешно сохраним. Вы же иногда понимаете, что может быть какие-то глюки, и запись может не сохраниться. Поэтому в любом случае оставайтесь до конца. Так, вы отправляете огонечки. Это говорит о чем? Я уже чуть-чуть смысл так потеряла. Угу. Ну все, огоньки пошли, все, дальше идем. Так, теперь смотрите, самое главное для сетевиков: мы не меняем людей, а мы перебираем. То есть очень много людей, которые хотят изменить жизнь других людей. Вот, например, я к вам пришла в бизнес, я не хочу меняться, я вот в депрессивном состоянии, я хочу страдать, я хочу мучиться, я от этого кайфую, когда я жалуюсь, да, и вы хотите меня изменить. Далеко ли вы на этом уедете? Вам нужно научиться не менять людей, а перебирать. Помните, я вам говорила, вам нужны люди, которые в первую очередь хотят зарабатывать, в вторую очередь они хотят стать лучшей версией себя. Вам нужно просто научиться этих людей перебирать. Не старайтесь менять этих людей. Вам менять никого не нужно. Потому что люди сами должны, захотеть поменяться. А нам нужно просто, поверьте мне, есть люди, которые уже глаза открыли, они хотят меняться, они хотят лучшую жизнь, они хотят путешествовать, Вам нужно таких людей просто научиться найти и отбирать. Выбирать. Не бегать за ними, а выбирать. Дайте, пожалуйста, огоньки те, кто меня понял. Дайте, пожалуйста, огоньки те, кто меня понял. Теперь, я их называю 5-звездочные партнеры нам нужны. То есть вам, вашу первую линию, нужны 5-звездочные партнеры. Кого я называю 5-звездочными партнерами? Это люди, которые хотят зарабатывать больше денег. Это люди, которые хотят стать лучшей версией себя. Вот я каждый день хочу стать лучшей версией себя. Я хочу много зарабатывать. Вот вам нужно искать таких партнеров. Гульжан Наим, супер, я заново вникла, оживилась. Спасибо большое за информацию. Ну супер, я очень рада, что я смогла повлиять на вас всех. Я вас всех люблю. 5-звездочные партнеры нам нужны. 5-звездочные партнеры, кто это, да? И как вы поймете, что перед вами 5-звездочный партнер? Вот смотрите, у вас у всех есть в команде люди. И если вы, когда им что-то говорите, он сразу делает, то
То есть вы сказали посмотреть обучение, он идет сразу смотрит обучение. Значит, перед вами 5-звездочный партнер. Если вы ему сказали, вот сегодня нужно пригласить там 4 человека, или сегодня нужно написать там вот такой вовлекающий пост, или сегодня тебе нужно отснять там видео и выложить его, и он сразу это делает, значит, перед вами 5-звездочный партнер. Значит, перед вами продуктивный партнер, которого вы можете отобрать и подписать в первую линию, на которого вы можете сделать акцент и работать с ним дальше, строить бизнес. А часто у нас как? Вы там кого попало, извините меня опять же за выражение, кого попало, людей я имею в виду, тех, которые не хотят меняться, не хотят вообще менять свою жизнь, хотят всю жизнь жаловаться, которых говорят, ой, мне так классно здесь. Вы, во-первых, их подписываете, во-вторых, вы их пытаетесь поменять, в-третьих, вы им говорите это делать, то делать, третье делать, а они вообще не хотят ничего делать. И потом, конечно, у вас не будет энергии дальше строить. А как вы придете к 1 миллиону дохода, если вы будете так делать? Скажите мне, как вы собираетесь зарабатывать миллионы, как вы собираетесь идти к 1 миллиону долларов? Моя большая миссия, я хочу взращивать вокруг себя миллионеров. Не только, это сейчас минимальная цель вывести там на $1 миллион, на 10 миллионов, да, тех людей, которые там 1 миллион зарабатывают. Вообще я хочу на 1 миллион долларов вас выводить, потому что это так легко продавать, это так легко зарабатывать. Я хочу этому научиться, научить вас. Но если с нами будут люди, которые придут, нытики, я не знаю, которые ленятся, которые не хотят ничего делать, извините меня, с ними мы далеко не уедем. Да, Лязат вот правильно пишет, люди, которые живут в позиции жертвы, нам не нужны, правильно. Вам нужно делать 10 консультаций в неделю. Уважаемые коллеги, уважаемые партнеры, у нас участников стало 424. Куда делись 25 человек? Было 450 в начале. Не выходите, потому что в конце вас ждет подарок. Вам нужно делать 10 консультаций в неделю. То есть с сегодняшнего дня вам нужно делать в день 2 встречи и потом делать в 2 продажи в неделю. Это я вам сейчас делаю минимальные цифры, чтобы вы не пугались, чтобы у вас ваш мозг не начал сопротивляться. Я вам даю вот минимальные, но я говорю, что соответственно качественные, да? Соответственно, качественные люди, качественные встречи нужны быть, и качественные продажи должны быть, и качественные партнеры должны быть. То есть нам нужно научиться делать 10 консультаций в неделю, в день 2 встречи мы делаем, и потом в неделю из 10 консультаций мы 2 закрываем на продажу. Напишите, пожалуйста, реально ли это? Реально ли это вообще делать 2 продажи и 10 консультаций делать в неделю? Напишите, пожалуйста. Где находить 5-звездочных партнеров? Я думаю, что вы узнаете. Не нужно их находить, нужно, чтобы они нашли вас. А для этого вам нужно вовлекающий контент делать. Помните, я вам говорила, мы меняем только себя. Мы улучшаем только себя. И мы влияем на других людей. Они хотят с нами быть. Они хотят быть с нами. Реально, да, вот лучше пишите слово реально, да. Скажите, вам нужно делать всего лишь минимально, я говорю, да. Кто-то пишет трудно. Но, опять же, не нойте, я вам скажу, кто говорит трудно, да. То есть вам нужно всего лишь делать 10 консультаций в неделю, в день 2 встречи и делать 2 продажи в неделю. У нас уже идет почти 1,5 часа, 429 участников. Понимаете? Конечно, это реально. Коллеги, те, которые более амбициозные, вы можете в 2 раза больше делать. Еще раз запомните, вы можете работать из любой точки мира онлайн. То есть не обязательно вам выходить из дома, не обязательно идти в кафе заказывать что-то, не обязательно кого-то в кафе угощать там кофе или еще что-то. Не нужно ехать по всему городу, там тратить деньги на такси. Вы можете это все делать онлайн.
но вы можете, ну, для того, чтобы вы захотели онлайн, я вас могу научить онлайн это все делать, но нужно, чтобы вы захотели. Я вот вам подаю руку, да, вот так, мне нужно, чтобы вы подали вот эту вторую руку, и чтобы мы с вами вот так пошли, а не так, что я вот вас хочу там, из вас хочу сделать миллионера, вас приглашаю онлайн тоже развиваться, вас приглашаю, чтобы у вас была международная команда, да, а вы мне говорите: ой, не надо, Гульжан, у нас в офисе хорошо, я вот офлайн хорошо, я вот это хорошо и так далее. Мне вот это не надо, мне нужно, чтобы мы вот так пошли с вами. Поэтому мне очень важно. Вот те люди, которые хотят со мной пойти, дайте, пожалуйста, плюсики. Теперь для того, чтобы вы начали проводить 2 встречи в день, вам нужно назначать 5 на консультацию. То есть вы записываете 5 человек в консультацию, а потом вы работаете 5 дней. Вам нужно за 5 дней всего лишь 10 консультаций провести, из них потом 2 продажи сделать. Как это все делать, это мы потом в другие дни с вами поговорим, хорошо? Теперь смотрите, вот у вас есть еще помимо вот этого онлайна, именно помимо того, что мы будем вовлекать людей, да, у вас еще есть список знакомых. То есть список знакомых мы не ставим в первый приоритет, но мы от него и не отказываемся, потому что если вы в среднем 50-60 лет живете, то у вас очень много там знакомых, кого вы можете приглашать, очень много, я не знаю, авторитета, который вы создали, которых вы можете, но нужно им правильно вот этот месседж сделать, нужно правильно, как сказать, правильно нужно им вот это все донести. И для этого список контактов тоже нужно. И вот теперь мы будем встречу, вот эту возможность, про которую я говорю, мы не будем им БАД продавать, мы не будем им спирулину продавать, мы не будем им Гербалайф продавать, мы не будем им продавать, мы будем им продавать возможность. И мы будем это делать через колесо жизни. Как это все, я вам завтра буду рассказывать. Теперь, вы согласны с тем, что если у человека есть серьезная причина зарабатывать деньги, то он намного легче вовлекается в ваше предложение? Вы с этим согласны? Если вы согласны, поставьте, пожалуйста, огоньки. Вы согласны с тем, что если у человека есть серьезная причина зарабатывать деньги, то он намного легче вовлекается в ваше предложение? Огоньки, да? Поставьте, пожалуйста, огоньки, те люди, которые со мной согласны. Вы согласны с тем, что у человека, если есть серьезная причина зарабатывать деньги, то он намного легче вовлекается в наше предложение? Согласны, да? Отлично. Теперь, помните, я вам говорила, что мы создаем вовлекающий контент. Мы создали вовлекающий хитовый текст, контент, пост, вокруг чего у нас ажиотаж, вокруг чего у нас вот это вот пошел хит, да? И вот когда люди начнут записываться, да, к вам на консультацию, вы будете отбирать вашу в первую линию кого? В первую очередь вы будете брать только тех, кто вам понравился, вот чья энергия вам откликается. Вот, наверное, сегодня вы, когда меня увидели, да, услышали, вы сразу поняли, энергия моя откликается как эксперта, как наставника вам, или же не откликается. Если не откликается, вы уже все там не хотите, там вышли и так далее, вы не хотите меня слушать. То же самое по энергетике, вы поймете, с кем вы хотите в долгу идти, с кем вы хотите, я не знаю, строить бизнес, с кем вы хотите каждый день созваниваться и так далее. И вы будете в команду выбирать только тех людей, кто вам понравился во время вот этого колеса, когда мы будем именно колесо жизни делать. Второе, у него должны быть ресурсы. То есть ресурсы, что я имею в виду, у него должны быть деньги на вход. Я не знаю, $100, $600, $500, я не знаю, там 60 тысяч тенге, 3000 тенге для того, чтобы я могла купить у вас членство и чтобы я могла стать вашим партнером. То есть сетевики разные, у каждого разные входы, то есть у него должен быть ресурс. Я не рекомендую вам занимать деньги. Конечно, я очень много слышала примеров, когда вы заняли человеку, у которого там не было возможности, он потом там выстрелил, у него там классные были результаты. Конечно, я согласна с этим, но я не рекомендую. То есть вы должны выбирать в команду тех людей, кто вам понравился, выбирать человека, у которого есть ресурс для старта, и вы понимаете, что вы можете ему помочь.
Например, вот у меня есть свое наставничество, курсы и так далее. Когда ко мне клиент приходит, и он хочет купить, или даже вот, например, мои услуги хотят заказать компания, и они готовы заплатить мой гонорар, но я понимаю, что я не могу им помочь, потому что они не готовы меня слышать, они потому что там где-то обесценивают, не хотят развиваться, не хотят получать, то я не берусь за этих клиентов, я могу отказать. Я выбираю, понимаете? Я решаю, с кем мне работать, а с кем мне не работать. Вы должны это тоже понимать. Вы решаете это все. Поэтому вы в команду берете только тех, кто вам понравился, у кого есть результат и кому вы можете помочь. Дайте, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, огоньки те, кто меня понимает вообще. Дайте, пожалуйста, огонечки, да, те люди, которые меня понимают. Вы зажигалочка умница. Благодарю вас. Дайте, пожалуйста, огонечки, которые вообще поняли предыдущий слайд. Что вы в команду берете тех, кто вам понравился, что у кого есть ресурсы и кому вы можете помочь. Да, огонечки прямо отправляйте, все, классно, все, огонечки пошли, вы меня поняли, отлично. Теперь скажите, пожалуйста, сколько встреч вы проводите в неделю? Напишите, пожалуйста, сколько встреч вы проводите в неделю. Сколько встреч вы проводите в неделю? Напишите, пожалуйста, партнеры уважаемые. Так, в одну неделю одну. Нет, встречи. Сколько вы встреч проводите в неделю? Так, 2, 3 встречи, 0, 1, 0, 3, 2, 3, 0, 10. О, кто? Хорошаш 5. Кто это 10 так пропустила? Всего 4. Кому-то стыдно, не всегда стабильно. Иногда одна встреча, плюс. Так, от 1 до 3, 5 встреч в неделю и так далее, да? Ну, смотрите, я хочу, чтобы вы с сегодняшнего дня для себя поставили планку 10 встреч за неделю. В день 2 встречи вы должны проводить, хорошо? Чем больше встреч, тем больше, продаж. Как проводить эти встречи? Это все у нас будет контент завтрашнего дня. Теперь смотрите, у нас работа с возражениями, да? Когда вы работаете с клиентами, по-любому вы сталкиваетесь с возражениями. И вот здесь есть два момента. Есть у нас люди, у которых реально есть какие-то сомнения, они недоуслышали, недопоняли какую-то ценность вашего продукта, и они возражают. И вот с этими людьми мы работаем, мы отрабатываем эти возражения. Но если вы чувствуете, да, что он просто там начинает вас, я не знаю, там задевать или просто специально говорить какие-то там возражения, то тогда вы их отпускаете. Не нужно с этими людьми работать, они нам тоже не нужны. Шолпан Ханым, я в Астане нахожусь. Я сейчас приехала на пару месяцев в Астану, поэтому я смело в Астане, можете мне писать где-то, можем офлайн какие-то встречи проводить и так далее. Я в Астане. Теперь вот с возражениями я хочу, чтобы вы поняли, как объявление писать, чтобы они интересовались. Теперь, чтобы вы поняли, работаем мы с возражением только с теми людьми, у которых есть реальные возражения. Те люди, которые в этом возражают, мы их отпускаем, мы с ними не работаем. Опять же, помните, вы выбираете. Понятно? Кто понял меня, дайте, пожалуйста, мне обратную связь, огоньки кидайте, чтобы я поняла, что вы поняли. Теперь, что еще важно? Обязательно должен быть строгий дедлайн после встречи. То
то есть договоренности. То есть мы должны четко с вами договариваться, да, когда он примет решение, когда мы созвонимся второй раз, когда мы с вами встретимся еще раз, когда у нас там, не знаю, будет еще созвон какой-то. То есть у вас должен быть строгий дедлайн после встречи договоренности. И вообще желательно, конечно, когда вот вы научились создавать вот такой вовлекающий контент, вы создали этот вовлекающий контент, после этого вы привлекли людей, да, вообще в идеале, если бы у вас был бы какой-то информационный пакет, который вы можете вначале скинуть, он может ознакомиться, а только после этого записываться к вам на консультацию, тогда будет еще круче, потому что вот этот информационный пакет, он будет нам фильтровать, кто нужен, кто не нужен. Вообще в идеале это должен быть у вас один одностраничный сайт, где вы его упакуете, где вы его напишете, и этот сайт, он вам будет фильтровать. То есть вот клиент, например, пришел к вам, он заинтересовался, оставил заявку, он проходит на этот одностраничный сайт, читает информацию, и после этого только он записывается на консультацию, и вы, я уверена, отберете теперь лучших людей, лучших продуктивных людей. Теперь в идеале, да, фильтровать и приглашать на встречу только тех людей, кто прошел через этот фильтр. Теперь, какие рекрутирующие инструменты, которые вам будут помогать вообще в целом в продажах? Это видео, то есть вам нужно научиться снимать постоянно правильные видео, ценные, полезные видео. Второй, это вам нужно научиться писать текст. Мой инстаграм вот здесь вот снизу указан, коллеги, пожалуйста, отмечайте, подписывайтесь, делитесь. Вот сегодня прошел у нас первый день марафона нашего, обязательно лайфхаками, что вы полезного услышали, этим всем делитесь, мне будет очень приятно. Так будет вот этот энергообмен, то, что вы получили полезное от меня, вы будете мне отдавать в виде благодарности. Теперь видео, текст, PDF, вебинар, телеграм-канал, YouTube. Я понимаю, что вы это все сразу не можете внедрить, но я вам в целом говорю, чтобы вы были к этому ко всему готовы. Теперь инсайты сегодняшнего дня. Напишите, пожалуйста, инсайты сегодняшнего дня. Давайте чуть-чуть я отдохну и вам дам возможность. Напишите, пожалуйста, инсайты сегодняшнего дня. Что вы сегодня полезного для себя услышали, чем вы будете пользоваться. Гора с плеч упала, что не нужно бегать за людьми. А вы меня очень радуете. Да. Они будут за вами бегать. Вам нужно просто научиться правильно это все доносить через правильные смыслы. Продавать возможности, вдохновение, вы супер. Ага, еще что полезного было? Подписывайтесь на мой инстаграм, отмечайте меня, мне будет очень приятно. Смотрите, так, теперь я поняла, что продавать возможность не стыдно. Конечно, вы должны гордиться, вы делаете людей счастливыми, богатыми, здоровыми. Мы продаем возможности, да, никогда не забывайте об этом. Вести Инстаграм, соцсети, не только Инстаграм, я вас научу все вести. Что номер один продукт – это возможность, мы не меняем людей, а перебираем. Круто, главный инсайт сегодняшней встречи – это позитивный настрой и актив для действий. Выложить посты, усеки узу, у нас точно надо, да, создавать усеки, короче, наши любят усеки. Продавать возможность, дать людям возможность, очень четко говорили, что не нужно бегать, фильтровать людей, хорошая информация, узнала, получила мотивацию, вовлекающие маневры. Я надеюсь, вот эта девушка, которая мне писала, что я много рассказывала свою историю, получила какой-то инсайт для себя. Не распылять свое время на всех, делать отбор. Ну, круто. Смотрите, ребята, теперь, после того, когда мы начали получать классные результаты, то есть у вас кто-то там, не знаю, получил здоровье, оздоровил, кто-то скинул вес, кто-то, я не знаю, улучшил состояние своей энергии, кто-то еще что-то улучшил. Нам нужно научиться пиарить каждый результат. То есть мы должны пиарить.
Энергия бомба, да, супер. Все, дальше. Личный бренд – это практика. То есть мы через практику развиваем свой личный бренд. Не забывайте, мы все делаем, все, что я рассказывала, мы делаем на практике. Только после того, как мы сделали практику, получили результаты, мы делимся с другими людьми. Не нужно сейчас бежать в команду и вот это все рассказывать. Понимаете? Вам нужно вначале это все внедрить у себя. Теперь, самое главное, дорогие коллеги, дорогие мои участники, дорогие мои миллионеры, эксперты, я не знаю, как вас еще назвать. Самое главное, у вас внутреннее намерение нет. Помните, никогда не забывайте про вашу миссию. Вы помогаете нации становиться здоровее. Вы помогаете нации, всему миру стать богатыми. Вы помогаете всей семье, знакомым, всему миру стать счастливыми, осознанными. Вы помогаете. И вот этот вот ниет, намерение, когда вы идете к людям, вы вот это доносите, понимаете? Вот вы не должны за ним забывать, что внутреннее намерение, ваш ниет, да? То есть мы оздоравливаем нацию, мы помогаем людям, это наша миссия, мы делаем их счастливыми, я делаю вас богатыми. Вот основной месседж, основной посыл, и я очень благодарю вас за то, что вы мне все это пишете вот тут, мне очень приятно, что у вас очень много инсайтов. В первую очередь это намерение, в вторую очередь работа с мышлениями. Коллеги, обязательно, если вы то это, знаете, работа с мышлениями. Если бы вы, например, работали с мышлением, вы бы, например, там за 2 недели сделали бы результат. А если вы не работаете с мышлением, вы за 3 месяца сделаете результат. Примерно вот так. То есть всегда вот это мышление, если вы с ним не работаете, он будет вас тормозить. Он будет всегда вас тормозить. Понимаете, да? Третье – это внутренний настрой. Внутренний настрой, то есть какой у вас внутренний настрой. Если вы сами потухли, у вас нету энергии, да, у вас нету всего вот этого, ну, то есть, к сожалению, к вам за вами не пойдут люди, к вам за вами не будет стоять очередь, к вам за вами не пойдут. Вот я за 2 дня более 1000 человек собрала на этот 2-дневный марафон. Почему? Потому что люди чувствуют вот эту мою энергию, они хотят, они знают меня, что если они ко мне придут, то они получат вот это все. Поэтому и вы тоже. Да, и вы тоже не забывайте про это. Обязательно, первое, вы помните, да, что внутренний, нет ваш, мы всегда помним миссию вашу. Второй момент, это мы всегда помним, работаем с мышлением, убираем все. И третье, мы обязательно помним про внутренний настрой. Понятно, да? Теперь, коллеги, смотрите, я сейчас открою доступ в чат, в WhatsApp. Мне очень важна ваша обратная связь, то есть что вы полезного сегодня взяли. Мне нужно, чтобы вы не в одном слове, а вот в предложении в каком-то сформулировали и написали, что было полезно. Я хочу, чтобы вы это вот про сегодняшний марафон рассказали в тех чатах, где вы сами сидите, чтобы вы заряжали. И вот видите, мы должны друг другу передавать вот эту энергию, заряжать других людей, и это все равно будет чувствоваться. Даже если по вашей рекомендации завтра, на завтрашний день, самый смачный контент будет завтра. Все самое смачное будет завтра. Поэтому, если кто-то придет, это вы сделали уже какой-то исходящий поток, это вы уже отдали, и Аллах Тааля вам за это обязательно вернет. Поэтому я сейчас хочу сказать, чтобы вы правила чата в чате, в WhatsApp, мы спам не отправляем, буду всех сразу удалять. Я вам 100% говорю, потому что мой марафон, имею право. Рекламу никакую не отправлять. Уважать друг друга, не спорить, не обижать, если кто-то там на казахском пишет, кто-то на киргизском пишет, кто-то на русском пишет и так далее, да, не уважать друг друга, потому что это все люди, которые мне дороги, они пришли, они доверились ко мне, и я ценю каждого из вас. Делиться только инсайтами и результатами, то есть вы пишете, да, только вот я сейчас, когда открою доступ, вы пишете свои инсайты. Вот сегодня на инсайте вот столько получила, вот это поняла, вот так, вот так, вот так. И потом, если, например, вы сразу сегодня делаете какой-то результат продажи, вы можете об этом тоже поделиться, рассказать и заряжать друг друга вот этим. Если кого-то
беспокоит чат, вы можете всегда вот этот, как сказать, оставить уведомление, чтобы вас не беспокоили, и вы тогда не будете это все читать. Но для меня очень важна ваша обратная связь, именно очень мне важна ваша обратная связь, что вы сегодня поняли, потому что это для меня очень важно. Теперь, сегодня, смотрите, вот перейдите вот сейчас в данный момент все на мой Инстаграм. Когда вы переходите на мой Инстаграм, у меня есть последний пост. Он называется «Как закрывать 10 из 10 возражений». И вам нужно написать комментарий под этим постом у меня в Инстаграме, что полезного вы сегодня узнали на этом тренинге. То есть вы смотрите, одно сообщение пишете, вы его отправляете в чаты ваших, отправляете в WhatsApp чат, где вы сидите, и еще вы отправляете вот под последним постом, оставляйте комментарий. И у меня будет для вас подарок, да? Вот сейчас я вам скажу, что будет. То есть вы пишете комментарий под этим постом, вот этот Инстаграм мы сфоткали, все есть, да? Теперь, что вы пишете? Вы пишете, что полезного вы взяли сегодня, с чем вы будете пользоваться. То есть, что сегодня полезного взяли, чем будете пользоваться. И вот я выберу под этим постом 5 лучших комментариев. Я этим людям подарю второй блок своего воркбука. Там он как раз-таки называется «Работа с мышлением». Я вот сегодня очень много рассказывала про мышление. И вот благодаря вот этому воркбуку, второй части, у вас там будут техники, как именно нужно работать с мышлением, чтобы у вас вот эти негативные установки ушли. Поэтому вы оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии под постом последним. И среди этих я выберу именно 5 людей. И я им подарю именно вот этот второй блок своего воркбука. Хорошо? И обещанный подарок. Сегодня все те люди, которые остались у нас в этом чате, я для вас подарю первый блок своего воркбука. Так, первый блок своего воркбука. Сейчас я попрошу своего админа, чтобы он скинул. Да, прямой эфир обязательно сохранится. Прямой эфир обязательно сохранится. Сейчас мы отправим. Так, Руслан. Смотрите, сегодня все те люди, которые остались со мной, это вот 419 человек, я вас всех благодарю за то, что вы уделили время, за то, что вы были активными, за то, что вы мне отправляли именно много огоньков, много смайликов, мне очень приятно, я вот делюсь с вами со своей энергией, со своими знаниями, и сейчас я вот хочу вам подарить еще вот этот первый блок именно про внутренний настрой. Помните, я вам рассказывала про внутренний настрой, я вам рассказывала про работу с мышлением. Про работу с мышлением возьмут только 5 человек, которые оставят комментарий под последним постом. А все остальные сейчас, которые остались, 420 человек, вы получите сейчас сюда скинут в Word документ, который вам нужно именно скачать и пользоваться им. Все, ең бірінші мотивация алdım, сетевой маркетингтің жаңа қырын түсіндім дейді. Перебирать это точно. Спасибо, благодарю, все супер. Ну, классно, да. Завтра тоже будет это в 11 часов. Поэтому не опаздывайте, приходите, пока еще не выходите. Мы еще не скинули вам вот этот воркбук за то, что вы со мной были до конца. Еще домашнее задание есть, я забыла. Домашнее задание – это чтобы вы именно прочитали первый мой воркбук. Завтра, когда мы начнем в 11 часов, я у вас начну спрашивать. Обязательно домашнее задание прочитать первый блок моего воркбука. Теперь, что будет завтра? Завтра вообще будет мега день, завтра будет контентный день. Как именно проводить вот эту? Конечно, я вам не смогу полностью вот эти все знания передать за эти 3 дня. Вы с этим, наверное, согласны, да? Но я завтра дам именно конкретно, как вот через вот это колесо жизни продавать именно возможность людям. Поэтому завтра обязательно приходите, прям отодвиньте полностью все свои дела,
И знаете, вот отодвиньте все ваши дела и обязательно приходите с хорошим настроем и обязательно будьте до конца. То есть завтра примерно тоже где-то будем в это время заканчивать. А сейчас... Так, я жду просто, когда вам скинут, только после этого хочу завершить. Так, где у нас чат? Он называется 1 миллион. Сейчас я открываю туда доступ. Так, 1025 участников. Настройка группы и отправлять... Все. Все. Вот, смотрите, коллеги, вот здесь ссылка. Все те люди, которые сегодня зашли до конца, остались до конца, переходите по этой ссылке, и обязательно вы можете скачать вот этот документ. Почему 419 только участвует? Ну, сама-то я не знаю. Все, коллеги, вот смотрите, в Бишкеке тоже была на вашем семинаре, очень приятно. Все, мы вам скинули документ, по которому по этой ссылке вы можете зайти. Я прошу не скидывать это другим, это только для тех людей, которые сегодня остались вместе со мной до конца. И я очень всех благодарю и жду вас завтра ровно в 11 часов. Будем пилить контент, будем зарабатывать, будем делать других людей счастливыми, здоровыми. В общем, всех благодарю. Всех благодарю, всех люблю. Все, я сейчас буду завершать прямой эфир.